Последние годы столица Башкортостана нередко становится местом проведения различных выставок международного уровня. Что касается выставок художественных последнего десятилетия, 4 из них – это художественный проект «Международная конкурсная выставка Уральской триеннале печатной графики». Впервые она проходила в 1995 году. В то время в ней приняли участие художники и графики Уральского региона. Успех региональной выставки дал большой стимул и организаторам и позволил Министерству культуры и национальной политики Республики Башкортостан расширить географию второй триеннале до всероссийской. Это было в 1998 году. А в 2001 году Уральская триеннале уже имела статус международной. Тогда в ней участвовало 123 автора из 23 стран. На нынешний конкурс было прислано 247 работ 135 участников. Отборочный тур прошли свыше 170 произведений 102 авторов. В географии 4-й Уральской триеннале печатной графики представлено свыше 2 десятков стран. Австрия и Аргентина, Болгария, Боливия и Бразилия, Германия, Босния и Герцеговина, Греция, Италия и Литва, Македония, Польша и Пуэрто-Рико, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Эстония и Япония, Турция, США и Россия. Разрешите мне международный конкурс выставку печатной графики «Уральские триеннале» объявить открытым. Так что же такое триеннале? Это конкурсная выставка, проходящая раз в 3 года, а биеннале, соответственно, раз в 2 года. Эти выставки традиционно проходят во многих странах мира, но наиболее активны в них Япония, Польша, где представлены они и в количественном отношении весьма выгодно. Поэтому неудивительно, что и графическое искусство в этих странах на высоком уровне. А польские и японские художники-графики признанные во всем мире высококлассные мастера. Графика, она же более активно распространяется по миру, чем живопись, потому что она высылается, ее легче пересылать на выставки. И художники более-менее друг друга уже знают, пусть заочно, но знают. Мы списываемся, мы знакомимся в сайтах по имейлу, мы разговариваем с ними по телефону и по имейлу. Мы общаемся с ними по поводу триеннале очередных, приглашаем друг друга. Наших графиков приглашают другие биеннале, мы приглашаем на свою триеннале. Несколько слов о поляках. Слов нет, потому что поляки, теперь уже традиционно. Вот вы обратите внимание, наша триеннале появилась в 95-м. В 90-м году только появилась Калининградская. Она у нас считается биеннале одной из самых старших в России. А у поляков-то уже в 60-е годы было движение биеннале. В Мальборге комиссаром уже тогда был Якубовский. И он уже тогда поднимал графическое искусство Польши и собирал туда графику мира. Правда, на мини-принт, на маленькие работы, но тем не менее, все равно это графика. И сложившиеся традиции. Да, там традиции, там много биеннале, много центров биеннале. Там Лодзь, Краков, Варшава, Мальборг, Еленягура. Там много, то есть сосчитать просто десятка пальцев не хватит. Польша – это традиционно сильный центр биеннального движения, сильный центр графического движения. Надо сказать, что печатная графика во всех ее видах очень трудоемка, как и в плане времени, так и в материальном. Сложна и в технологии. Произведения печатной графики представляют собой оттиски, сделанные с основы дерева, линолеума, пластика, металла и так далее. Изображение, в зависимости от выбранной автором основы, режется.
так называемая выть. Гравируется глубокая печать, травится специальными кислотами, может нарисована жирными красками. Это уже плоская печать. С каждой доски делается определенное количество оттисков, которые нумеруются, и каждый из них оригинален, является произведением искусства. И в зависимости от применяемых приемов и материалов каждая из техник имеет свое название. Ксилография – гравюра на дереве, линогравюра на линолеуме, литография на типографском камне, афорт, сухая игла, акватинта, меццетинта – все это разновидности приемов на металлической доске. С ростом технологий меняются и возможности графики. К примеру, шелкография – относительно молодой вид в сравнении с афортом и другими. Но по условиям Уральской триеннале на этой выставке нет работ компьютерных и цифровых технологий. Здесь мы прозвучали более чем хорошо. И по количеству дипломов, по количеству спонсорских наград. И для подобной выставки это очень хороший результат. Может, это не скромно, но вполне достаточно. Могли бы выглядеть намного лучше. К сожалению, графическая ситуация в Уфе, в республике желает лучшего. Есть регионы, где это намного на порядок интереснее. Но, к сожалению, вот это наша реалия, и вот мы пожинаем ее. Может быть, к следующему триеннале, когда заработает в полной мере графика в академии, в институте искусств, в училище, и будут новые имена, новые работы, тогда прозвучит, конечно, получше. Здесь принято говорить удачно выстреливших, это, конечно, Айрат Телегов, Ольга Самосюк. Из участников это Валера Мельников, Игорь Тонконогий, несколько молодых авторов. Вот моя ученица Степанова Екатерина из других городов. Мы вас поздравляем, вы получили специальный приз. То есть это сродни призу зрительских симпатий. Я считаю, что много лучше меня здесь художников, без ложной скромности. Кого из наших и просто из российских графиков вы могли бы ответить, которые достойно выглядели на этой выставке? Ну вот Максим Холодилин, начинающий художник, он по возрасту уже взрослый, но он в Новосибирске на биеннале графики 3-е место получил, шелкографские работы в технике шелкографии. Я бы его отметил. Ну и помимо еще много, пальцев не хватит на руках. С другой стороны, я все-таки хочу, не умаляя достоинств наших художников, все-таки хочу сказать, что мировой уровень пока выше нашего. У нас хороших много, но достойных гран-при действительно башкирских нет. Но это связано со многими причинами, потому что культура графики, она у нас не так давно, как прижилась на нашей земле. Все же мы обладатели Уральской триеннале. Да, и это очень хорошо. Спасибо Министерству культуры за то, что она поддержала инициативу Ирины Николаевны. И дай бог, чтобы это было и впредь продолжалось. Потому что иначе никак не подтянуться. Пока не увидишь живьем эти работы, присланные здесь, невозможно подтянуться к мировому уровню. Поднять графическое искусство на мировой уровень и влиться в общекультурное пространство – вот основная цель Уральской триеннале печатной графики. А разве без проведения выставок международного уровня возможно такое? Показать себя, посмотреть на достижения других – вот обязательные условия роста и движения вперед. И участие в международных выставках – это большой стимул для художников. Еще одно. По условиям Уральской триеннале печатной графики все присланные на конкурс работы становятся достоянием республики. За это десятилетие фонд Башкирского государственного художественного музея имени Нестерова уже 4-й раз пополняется лучшими произведениями лучших графиков страны и мира. Ни один российский музей не обладает такой богатой коллекцией графических работ практически со всего света. Вы члены жюри многих триеннале, биеннале,
в разных странах. Вы могли бы сказать о месте Уральского триеннале в этом ряду? Place the Ural Print Triennial in a better range between the international print biennials. Она считает, что приезд двух жюри из других стран поставила Уральскую триеннале на очень высокую ступень, на очень высокий уровень. Приезд гостей из других жюри из других частей света открывает Уральское триеннале для всего мира. And it helps to position in a high level the exhibition. И это поднимает данную экспозицию на более высокий уровень, данную выставку на более высокий уровень. В жюри триеннале, как правило, высококлассные специалисты. Если в прошлых конкурсах судейство состояло лишь из российских специалистов, также известных и признанных во всем мире, то на этот раз в жюри были приглашены те, кто становился не однажды обладателем гран-при и первых премий различных международных графических конкурсов. Известный художник, график и независимый ученый Алисия Кандиани, обладатель гран-при прошлой триеннале в Уфе. В ее багаже более десятка персональных выставок в разных концах планеты. А с ее научными трудами знакомы профессионалы не только в родной Аргентине, но и во всем мире. Артур Скавронский, молодой польский график, ассистент кафедры графики Вроцлавской академии искусств, обладатель первой премии Третьей Уральской триеннале печатной графики. Владимир Зуев, художник из Нижнего Тагила, обладатель главных призов многих международных выставок графики. Не однажды приглашался в жюри многих престижных конкурсов. Искусствовед Владимир Назанский, куратор проекта «Новосибирская биеннале», крупный специалист по графике. Камиль Губайдуллин, заслуженный художник Российской Федерации, лауреат Государственной премии имени Салават Юлаева, возглавляет отделение графики Уфимской государственной академии искусств. Ирина Оськина, искусствовед, инициатор и куратор проекта «Уральская триеннале», автор большого числа специализированных графических каталогов, известный в России специалист в области графики. Биеннале и триеннале, несомненно, приносят очень, просто выразиться, пользу, да? И особенно вот у нас в Башкирии, это же всплеск. Вот после первого триеннале стало столько много графиков у нас в республике, и просто люди, любители стали, я не говорю о художниках, а просто любители графики, появилось очень много любителей. И этот вид интеллектуального, я зачисляю, что все-таки печатная графика, это прежде всего интеллектуальное искусство, умное искусство и, как говорили уже, многотрудное, сложное. Наши люди не чураются этого, не бегут, а это очень хороший знак того, что Башкирия как бы входит уже в ареал графический мировой. Искусство – некая такая грань жизни, состояние сознания необходимо. И графика в этом смысле может быть хоть и сложнее, но все же как бы менее, может быть, затратно не по времени, а по материальным ресурсам, чем, скажем, живопись или скульптура. Поэтому больший круг людей может заниматься графикой. Графика наименее коммерческая часть искусства. И как инструмент работы над собой, наверное, это оптимальная форма. Поэтому то, что в Уфе проводится теперь триеннале, и это не только как-то расширяет горизонты зрительского опыта жителей Уфы, но и дает и хорошие примеры, и хороший опыт для молодых уфимских художников. И, наверное, быть может, это не сразу, не через год, не через два, но через какое-то время усилия тех, кто организовывал биеннале, они, конечно, наверное, проявятся в Уфе. Останется ли когда-либо гран-при в Уфе? Это будет обязательно, потому что
эта выставка дает действительно сильный толчок для развития этого вида искусства здесь, в регионе, в городе. И взаимодействие на этом уровне, понимание, чувствование тенденций развития этого вида искусства, сбор информации в этом, просто посмотреть себя рядом, свои работы рядом с висящими шедеврами мирового искусства в графике, это очень полезно, это очень нужно, и это, несомненно, внесет свой положительный вклад в то, что художники Уфы быстрее, я в этом совершенно уверен, быстрее будут развиваться, чем какие-либо художники России, потому что они имеют совершенно уникальную возможность практически визуально посмотреть, пощупать, я бы даже сказал, передовые произведения графического искусства здесь у вас на месте. В процессе работы члены жюри занимались не только выбором победителей, но и обсудили широкий спектр проблем и вопросов перспективы развития движения биеннале не только в России, но и во всем мире. В процессе работы круглого стола родилась идея привлечения кураторов в различных уголках планеты. Алисия Кандиане по латиноамериканским странам, по Восточной Европе предполагается привлечение польских кураторов, тем более что художники и графики этой страны наиширочайшим образом были представлены на прошлой триеннале в 2001 году и нынешней. Все это даст возможность обрести международные конкурсные выставки в Башкортостане более высокий уровень и свое должное место среди традиционных центров, действующих уже несколько десятков лет. Также привлечение кураторов гарантирует всегда звездный состав Уральской триеннале. Ведь уровень выставки определяется участием хотя бы 5-7 известных авторов. А член жюри Алисия Кандиане насчитала на нынешней триеннале до 1,5 десятков звездных имен, среди которых Мартин Гарсия Ривера, Леонардо Готлейб, Тошио Машизуми, Тадатака Кудо, Япония, Дима Калибаров, Болгария, Сандра Брачита, Италия, Беньямин Вассерман, Эстония, Веслав Халладей, Польша и другие. Что вас каждый раз сюда влечет? Меня вообще влекут путешествия по миру. Ну, в частности, Башкортостан, поскольку пришло приглашение на первое триеннале, я отозвался, выслал сюда работы. Вот они висели на этой стене, помню. Вот. Ну, а дальше уже по, как сказать, накатанной дорожке я присылаю работы каждый раз, являюсь участником и приезжаю, у меня здесь масса друзей. И, в общем-то, интересный народ, интересный город. И, в общем-то, новые впечатления от выставок. Каждый раз видится что-то новое, идет какой-то рост, какие-то новые технологии вот появляются. И вот формат увеличивается. Если первый триеннале там максимум был стандарт, то сейчас вот, я смотрю, уже появились баннеры. Вот. Ну и, конечно, общение, в первую очередь. Не художнику это необходимо, как воздух. Общение и общение с людьми и с их работами. Без этого художник, в общем-то, растет, но с трудом, я думаю. И вообще художнику свойственно ездить. И он должен это делать, я думаю. Просто это его профессиональная необходимость. Я знаю, что с первого триеннале вы уехали из Башкирии не с пустыми руками. Вы увезли первый приз. Да. Правда, музей Нестерова оставили свою работу. Ну, музей Нестерова у меня приобретал работы еще до биеннале. Я занимался классикой Салтыков-Щедрин. Ну, а да, это первое биеннале закончилось тем, что меня, в общем-то, наградили дипломом, закупочный приз. Вот, да, это так и было. Пожелание следующему уже триеннале. Ну, следующее биеннале пожелание, в общем, как бы сказать, чтобы опять мы встретились на этой территории, а может на более обширной еще, я не знаю, какие планы здесь. Вот. И пожелание, как бы, ну, расширяться, то есть в плане площадей. То есть, чтобы это охватило более большое количество работ, большее количество участников, и более это было, ну, как бы широко показано. Концепция нынешней выставки – представление всех направлений печатной графики, от статичных, спокойных до экспрессивных, динамичных,
дает возможность увидеть объективную картину состояния этого вида изобразительного искусства на сегодняшний день. Выставка, конечно, сильнее, чем прошлогодние триеннале, имеется в виду 3 года назад. Но мне что грустно? Мне грустно, что очень мало афорта. Поскольку я, как меня тут уже Ренат Миннебаев лестно обозвал королевой афорта, то мне как бы вот как раз кажется, что это уходящая в прошлое техника, именно в силу того, что она очень затратная по материалам, по здоровью, затратная действительно, азотная кислота никому здоровья не прибавляет, физически тяжелая, это да. Но если бы у нас, скажем, была как бы в Уфе мастерская печатной графики, вот, которую сейчас Камиль Губаевич собирается основывать в нашей Академии художеств, я думаю, что какой-то сдвиг будет, потому что уж кто-кто, а Камиль Губайдуллин как бы это мастер афорта, именно афорта, он этим занимался всю жизнь, он его знает досконально и снаружи, и изнутри, что называется. А что мне показалось по сравнению с прошлой триеннале, что работы стали жестче, больше появилось черного цвета. Видимо, это все-таки объективные какие-то реалии жизни, они, видимо, сказываются на художниках. И то есть я не то, что это или осуждаю, или приветствую, это просто я констатирую факт. Видимо, это так оно и есть, потому что ну, на самом деле все меньше и меньше остается каких-то лирических, тонких, поэтичных работ. И на этом фоне работы Алисии, конечно, они очень выгодно смотрятся в музее, потому что, как говорится, романтики из нашей жизни все не ушли. И дай бог. Помимо основной экспозиции работы круглого стола, участники выставки посетили мастерские ведущих графиков республики Айрата Тырегулова, Рената Миннебаева, Ольги Самосюк. Выяснилось, что потенциал башкирских графиков очень велик. В немалой степени этому способствовало и движение графических биеннале. Да, нас мало, но, может, много и не должно быть. Все-таки графика искусства элитарная, я бы сказал бы даже, изысканная, требующая долгой ученической подготовки, знания технологий и долгое нарабатывание мастерства. Поэтому графики приходят к конечному результату не все, но зато уж те, кто пришел, они с лихвой покрывают все блага. Потому что графика, она мобильна в мире. В мире проходит огромное количество выставок, куда живописцу попасть очень сложно, потому что отправить холст даже в ближайшую Украину — это проблемы с таможней, проблемы со страховкой. А графику можно свернуть в рулончик и отправить по почте. И не только в одну страну, а сразу в несколько стран, потому что есть тираж. В рамках Уральской триеннале печатной графики, проходящей традиционно в стенах Центральной Уфимской галереи, в Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова открылись 2 выставки спутника этого международного проекта. Экспозиция победителей прошлой триеннале в Уфе Алисии Кандиани, Аргентина, и Артура Skowronski, Польша. Rad, że mogłem znaleźć się w tak wspaniałym miejscu, w świątyni sztuki Башкирии. Организация моей выставки в сердце искусства в Центральном музее Республики Башкортостан является для меня очень большим событием и очень большой честью. Я очень рад этому.
С той триеннале к нам пришли выставки Алисии Кандиани, и сейчас к нам поступили вот с этой выставки уже работы, и Артур Скавронский также. То есть мы уже, вот музейная коллекция позволяет уже, как вам сказать, ну, лицо художника представить. Вот это же очень ценно. Ну, вообще это уникальный случай. Это уникальный случай, чтобы в таком количестве в музей в дар переходили работы стольких художников. А теперь об итогах 4-го международного конкурса «Уральская триеннале печатной графики». Дипломов удостоились Сандро Брачито, Италия, Франтишек Блажо, Словения, Ева Гордон, Польша, Зофия Ярос, Польша, Александр Младенович Лека, Сербия, Черногория, Радек Слани, Польша, Айрат Терегулов, Россия, Башкортостан, Масахиро Фукуда, Япония, Майла Зенели, Польша. Специальных спонсорских призов удостоились башкирские графики Айрат Терегулов и Ольга Самасюк, получившие от ювелирного дома «Алтынай» золотую маленькую графиню. Специальной премии жюри удостоилась Алисия Диас Ринальди из Аргентины. Главных призов Международной Уральской триеннале печатной графики удостоились Тадатака Кудо, Япония, бронзовая медаль. Серебряная медаль досталась Мартину Гарсия Ривера из Пуэрто-Рико. Первое место получил Ринат Минибаев. Он же обладатель 3-й премии прошлой триеннале. А гран-при Уральской триеннале печатной графики 2004 года удостоился Веслав Холодей из Польши.